хочу развеять этот миф, то, что при посещении спортзала накачается большая грудная мышца, другие группы мышц, которые задействованы в спортзале, но никак не сама молочная железа. То есть, если было бы так просто, то бы хирурги остались без работы. В спортзале вы качаете большую грудную мышцу, вот видите ребра, вот большая грудная мышца. То есть, вы тренируете большую грудную мышцу, и таким образом железа никак не участвует в тренировке, и таким образом мышцы гипертрофируются, за счет этого немножко будет визуально казаться, как будто стала грудь больше, но это не за счет того, что грудь увеличилась, а именно из-за гипертрофии большой грудной мышцы. И все, даже после таких достаточно интенсивных занятий в спортзале происходит даже немножко уменьшение железы, но гипертрофия большой грудной мышцы. Таким образом, визуально кажется, как будто грудь стала больше, но это на самом деле нет. Таким образом, накачать мышцу можно, но саму же молочную железу накачать нельзя. В составляющей груди есть три компонента. Это жировой компонент, железистый компонент и смешанный компонент. Если железа представлена жировым компонентом, соответственно, грудь худеет быстро достаточно, вместе со всем организмом девушки. И, соответственно, причем в первую очередь. Если представлена железистым компонентом, то грудь не худеет или худеет в последнюю очередь. А если смешанным компонентом, то она очень равномерно худеет, так скажем, вместе с общим снижением веса. Существовал миф, что при употреблении большого количества капусты якобы вырастает грудь большого размера. Сейчас уже так не говорят, сейчас говорят: отнеси капусту доктору, и будет у тебя грудь 4-го размера. Поэтому как это привязано именно к капусте белокочанной, я даже не догадываюсь. Не знаю.